Дорогие друзья, сегодня в нашей программе гостья, очень необычный, интересный, профессиональный водитель и еще нумеролог, также с большим стажем. Это Чера Андреева. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем мы сегодня будем заниматься? Так, сегодня будем делать национальное якутское украшение из натуральных камней. Ух ты, классно, здорово, красиво. Вот. Нам понадобится леска, натуральные камни, бейл, якутское украшение, пины и шляпки маленькие. Так. А вы давно этим занимаетесь? Да, я занимаюсь давно. Делаю браслеты, обереги. По дате рождения. Людям помогают, заказывают. Каждая цифра же, она что-то означает, Да, да? по дате рождения. И получается, что вы добавляете человеку того, чего не хватает, да? Или наоборот Да. усиливаете что-то? Ну вот каков принцип? По нумерологии там ячейки пустые. Это нужно дополнять именно эти пустые ячейки. То есть в матрице то, что Да, у тебя в матрице. заложено, да, по цифрам, если нет какого-то числа, то непременно нужно заполнить, ну потому что, а почему, кстати, потому что? Ну, например, да, если у человека нет энергии, он постоянно устает, ему нужно вот энергичный камень, именно сердолик, он будет наполнять энергию. человека энергией. А если у человека нет здоровья, да, его тоже нужно дополнять, чтобы он не болел. На удачу можно дополнять. Ну, там ячейки бывают разные. И там камни по дате рождения нужно сперва сочетать. Ну это целая наука такая Да, большая, да? по нумерологии. А как вы к этому пришли? Давно к этому пришли? Или... Ну, в моем детстве не было нумерологов. Да, не было. Это вот что-то Сейчас из популярные. области, там, погадай. Да, я не знаю, там, озолоти ручку и как бы вот погадай. Но, а на самом деле это же целая наука, ведь правда, да? Да. И действительно есть зерно в этом, и это правда, да? Да. Что вся жизнь человека – это цифры. Да, вся жизнь человека — это цифры, потому что у нас телефонный номер, домашний адрес тоже цифры, дата рождения, ну все связано с цифрой. А если, например, квартира 40, вот что означает? В Китае это очень-очень в Китае нехорошо. говорят, да, Ну и не цифра только в 4 Китае, это, а в как Азии. бы смерть, да? Так. А у нас такой поверья нет, потому что разная культура, во-первых, и Энергия разная. энергия да, разная наверное. будет. Соответственно, и менталитет разный совершенно, да. И... Ну а что все-таки означает четверка, тем не менее? Ну, четверка — это как бы энергия императора, да? Властный человек, статный. Ну, если он 4 числа родился, да, например. А если человек, допустим, ну, он родился 4 числа, а, допустим, его общее, там, ну, как, нумерология, наверняка все, многие увлекаются, и говорят же, нужно посчитать все цифры по дате своего рождения, да? И получается конечная цифра. Все привести от 0, да, или как? От 1 до 10. До 9. До 9, вернее. Это по цифровой психологии. Ну и, например, если человек, вот вы сказали, 4, он родился 4 числа, а по сумме
всех цифр даты рождения, это включая день рождения, да, месяц, год рождения, он, например, тройка. Вот что это означает? Тройка – это императрица. Ну, по энергиям разные, да? Угу. Это однерка – это лидер, руководитель. Тройка – императрица, она властная. Семерка – как воин, победитель. Девятка мудрец, отшельник может быть. Угу. Восьмерка – справедливость. Леска, и она такая большая, крупная, да? Да. Ага. Вот а такая. черная это что? Ну, в наборе идет такая леска сразу. Угу. Да. С покрытием, да? Да. Как бы. Ага. Это каучук, да, или что? Бейл. А? Бейл. Бейл. Вот это вот черненькое, это бейл, да? Нет, вот этот. А вот Это это просто черное, что шнурок. это? Это шнурок. Мгм. Так, надеваем бейл. Угу. И потом вот такое якутское украшение Угу. добавляем. То есть мы опять вот как-то говорили в одной из передач, что каждая висюлька, она означает количество детей, да, в семье у женщины. Ведь девушка же будет носить, да? А если это молодая девушка, у нее нет детей еще, это важно или нет? Нет, потому Не что важно. это солнце, защита будет. Это Значит, будет защита. Мгм. На защиту делаем мы. Мгм. Потому что универсальные, все же хотят, да, украшения, которые вот понравится взять. Вот поэтому мы пока делаем универсальные, чтобы всем подошло. Мгм. Понятно. Мгм. Любой девушке. И Любой. девушка пусть это Да. будет, пусть это будет мама там семейства, да, Да. какого-то. Мгм. Им всем. Или молодая мама, да? Мгм. Или это все-таки для молодых, как бы, больше, Ну, для молодых, наверное, да, всё-таки. Ага, потому что, ну, современные, да? Мгм. Раньше же были вот из серебра, из серебра, золота. да. Мгм. А сейчас вот это современное колье. То есть колье это, ну, современное, с использованием разных камней, Да. с использованием не только камней, но и еще вот, ну, таких поделочных для бижутерии, да, Да. материалов. Разные там бисер. Да, бисер. У вас тут и бисер, и разные вот здесь камни, да? Да, тут натуральные камни. А зеленый это что за это нефрит? Это нефрит для здоровья, Так. гематит. Мгм. Тоже для здоровья. Ага, гематит бывает разными, вот такого тоже есть. Так. Гранат для энергии. Это натуральный камень. Да, натуральный. Мгм. И еще что? И вот такие стеклярус Ага. для красоты. Это концовка или что? Да, это? концовку дополняем. Ага. То есть это будет у нас как бы моно, да, или что? Я как-то вот не поняла. Обычно же, если, ну, как симметрия, да, вот у нас одна линия пошла, и, соответственно, должна быть вторая линия. Да, Мы еще ее сделаем, да? да, сейчас сделаем. Это концовка. То есть интересно, вот такая леска, и она как проволочка, да? Она сразу как бы задает, ну, скажем так, она уже закруглена, и она будет стоять как бы так, как нужно, да? То есть не ложится как цепь такая мягкая, Да, как цепочка. как цепочка. Так, сейчас что вы делаете? Ага, вставляем вот, ну, украшаем вот середину. Угу. Так. Мгм. Так, это у нас то, что будет посередине украшать, да? Ага, это разные камни. Вы уже приготовили, да, собрали? Да, Ага. То есть это все легко собирается на, как называется Да. вот этот вот маленькая такая булавочка ага, длинная? пин. Пин. На пины собираем вот камни, Потом сгибаете их, да? сгибаем. ага. Ну, легко сделать.
Мгм. Ну, закрепка должна быть такая крепкая, да, видимо? Да, Постараться нужно вот это все сделать, потому Мгм. что... чтоб не упало. Да, чтобы не потерять это все. Мгм. Пока там вы будете кружиться в танце, там, например, Да. да, или там прогуливаться. Мы же это украшение изготавливаем к празднику, да, к Исыху? Да, к Мгм. Исыху. Это вот такое народное гуляние очень большое. Так. Вот такая красота получилась. Мгм. Сейчас будем делать другую сторону. В другую сторону. Вот у нас будет вот эта вот висюлечка с одной стороны, а вторая сторона тоже должна сделать. Камни все натуральные. А вы можете подсказать, допустим, вот вы говорите универсальное, это что вот каждый камень, что он несет, какую нагрузку? И что он должен обладателю вот этого колье, ну, дать, не просто украсить, но еще ведь как-то вот какую-то пользу принести. Так, нефрит для здоровья, Так, это укрепит Ага. здоровье. Мгм. гематиты на здоровье и на защиту именно. Мгм, мгм. А вот Ну, про гематит многие знают еще Да. с советских времен, что а браслеты гранаты носили. это именно для жизненной энергии. Гранат нужен, да? Мгм. Даже если он будет мелким, это ничего такого страшного, да? Да, ничего страшного. То есть главное, что он есть в наличии, Да. этот камень. Но гранат много носить не надо, Почему? потому что он сломает характер человека. Ага, Ой. именно нужно вот Мелкие. мелкие можно носить и большие, крупные только 1-2 браслете. Мгм, мгм. И не каждый день. Да, и не каждый день. Да, ну надо же. А вот, допустим, ну вот, вы говорите, вот этот камень. Ага, нефрит. Нефрит. Нефрит можно каждый день Мгм. для здоровья. Гематит тоже. У вас на руках браслеты интересные. Браслет у вас, ну, что это за камушки вот у вас? Ага, у меня розовый кварц. Мгм. Так, в нумерологии в матрице есть денежный канал. И я по этому каналу себе сделала вот такой браслет. Именно на деньги. Мгм, мгм. Розовый кварц мне подходит, лунный камень, ацитрин. Мгм. Вот 3 камня мне помогают. М. И такой дзи для денег Мгм. тоже. На другой руке у вас вот сочетание. То есть нефрит, да, у вас? Это авантюрин для здоровья. и- Зеленый? Да, Мгм. и аметист. Аметист такой красивый Ага, какой-то. для защиты здоровья, Мгм. для успокоения. Успокаивает. Мгм. Но вы ощущаете вот это вот, ну, Мгм. влияние вот, камня? Именно когда в дороге, да, Мгм. ты становишься увереннее и безопаснее с этим браслетом я себя чувствую. Именно. Ну да, кстати, вы же профессиональная водительница. Вы водите автомобиль. И не только водите, а вообще занимаетесь, ну, перегоняете, да, для Да. желающих автомобили из Владивостока, да? Мгм. Ну, это очень интересно. И это, я не знаю, ну, мне кажется, это чисто такая, ну, мужская тема, мужское занятие. Ну, я не знаю, но мне так кажется. А оказывается, вы такая хрупкая и так вот... Ага, все и так дорога говорят. такая утомительная. Но все-таки это сколько километров? 3000 километров. Ой, 3000 километров за рулем. И за сколько примерно вы преодолеваете вот этот путь от Владивостока до Якутска? Ну, иногда 1,5 сутки, иногда 2 суток. С ума сойти. Это Ага. полторы суток. Ну, это с ночлегами имеется в виду, да? Да. Где-то в гостинице там можно остановиться или прямо в машине? Но иногда в машине бывает. То есть вы отдыхаете иногда в машине, да? Вот видите как, мне кажется, у водителей это такая очень сложная работа, трудная работа, да? Целый день крутить руль, не отвлекаться ни на что. Да. И тем более... А как дорога, кстати? Но сейчас хорошие в большинстве сделали асфальт. Так. Раньше было бездорожье, очень много гравийки.
Ну, то есть лет 10 назад было Да. много гравийки. А гравийка это вот, знаете, вот так вот, как по стиральной доске такой. Да? Да. Такая, знаете, вот в музее можно увидеть такая вот из чего она там, из какого-то железа сделана. Мгм. А сейчас дороги лучше. Да, сейчас Значительно, дороги да? лучше, и Особенно можно быстро. это где? Ну, у нас в Якутии или в других регионах? А у нас Вы же Якутия- проезжаете Амурскую область, да? Да, Мгм. Амурскую область, Хабаровский край, Приморский край. Ну вот у вас есть чем сравнить. А где вот самые классные дороги? Конечно же, в Приморском крае. А я хотела услышать. У нас в Якутии, конечно же. В Приморском крае, да? Да, Да. А на втором месте? на втором Ну, месте ваш Хабаровск. рейтинг. Хабаровск. Ну, на Потом- третьем, соответственно, Нет, мы, наши, наверное. наши Мгм. дороги. Ну, молодцы, мы в тройку попали. Так, И последний Амурский край. Амурский. Амурская область. Амурская область. Слушайте, а что там с дорогами-то не так? Ну, не знаю, там говорят, что амурские Ремонт? волны никогда не меняются Угу, с давних времен. угу. Ну, традиция такая. Да. В общем, плохие дороги это Да, традиционно, к сожалению. Не Нет, ну, делают. наверное, будем надеяться, что когда-то это, ну, поменяется, и вот эти вот трассы Аям же, да, Амуро-Якутская магистраль, Ага. она как-то улучшится и станет такой. Я не знаю, но, может быть, я тоже когда-нибудь сяду в автомобиль и сама поеду в Приморский край посмотреть на дороги и вообще в путешествие. Ну да, здорово. Так, ну, сейчас, в данный момент, что мы делаем? так, закрепляем вот Так. маленькие Мгм. детальки Так, и соединяем. детальки. В общем, вот эти вот как бы навершия, как они называются, вот эти штучки? которые- Соединительные. Ага, соединительные. А еще вот эти вот как крышечки. Или как Это они? шляпки. Шляпки. Именно для камней, Мгм. для бусинок. Мгм. Ну, продаются в любых магазинах. Мгм. То есть, смотрите, у нас же программа такая, как бы она посвящена именно проведению досуга, расширению, скажем так, вот, ну, горизонтов, да, вот. Сидит вот, например, кто-то дома в декрете, мамочка молодая, да, ну или, может быть, кто-то вот молодые пенсионеры и не знают, чем заняться. А что вот, можно же вот так вот рукодельничать и тем самым как-то вот немножко зарабатывать, да, например. Ну, естественно, как в любом деле, нужно немножко вложиться вначале, да? Да. А дорогие вот эти вот материалы, ну, камни это само собой, это, Да, наверное, камни. все-таки дорогое удовольствие, скажем Ага, так. самые дорогие камни. Мгм. Потом. А так, такие, если много не брать, то дешево выйдет. Мгм. Ну, то есть в промышленных объемах, если не покупать. И потом это все, наверное, заказываете где-то на маркетплейсах, да? Нет, в магазинах я И покупаю а вы в здесь. магазинах Ага. берете? Мгм. А камни А- я из Москвы заказываю специально. Ну, а вот эти инструменты, вот эти плоскогубцы, и где их можно купить? В строительном магазине или Нет, именно, для рукоделия? да, в магазинах для рукодельниц они продаются. Просматривая социальные сети, да, всегда смотришь или как-то вот, когда ты говоришь, телефон же, говорят, подслушивает нас, да, и он раз и в ленту вот постоянно нам вот посмотри вот это, вот посмотри вот это. И там везде, допустим, мастера. И думаешь, ой, слушайте, ну каждая вторая у нас мастерица. Ну, такое ощущение. Нет у вас такого ощущения? Нет, я лично сама обучаюсь специально. Ни с кем как Да. бы не контактируете. То есть у вас вот такой подход. То есть вы Да. развиваетесь сами, Сами. сама собой, как говорится, Сама да? собой. А почему вы такой выбрали путь? Вы не хотите, например, ну, опыт какой-то, не знаю, увидеть у других? Или вы так посещаете выставки, и там вот вам этого хватает? Да. Ну, чтобы посмотреть, а что делают мои коллеги по цеху, да? Ну, иногда смотрю, иногда нет. Потому что
каждым годом тренд меняется. Все равно через социальные сети тренды смотрю. Скажите, а почему вот вы занялись именно изготовлением, ну, из камней? Из камней. По нумерологии я творческий человек. С детства рисовала. Мы много шили. В студии, в школе была студия. Там занимались шитьем разными, бисеры, плетением даже занимались. А для вас это работа уже или вы, ну, как так проводите свой досуг? Ну да, я вот сейчас учусь в творческой студии, как открывать в наставничестве. После этого я хочу открыть свою творческую студию и давать мастер-классы по разным направлениям. Учить людей. Вообще, это такая благородная миссия у вас, классно. То есть вы хотите, ну, скажем так, работать педагогом, да? Ну, как вот, можно сказать, дополнительного образования. Ну, то есть вы будете вести кружок типа «Умелые руки» или как, да? Ну, по разным направлениям. Такие мастер-классы очень популярные. Ну, любой праздник, да, любой праздник можно украшать такими мастер-классами, когда собираются вот родные, девичники, может быть, праздники разные для детей. По разным направлениям можно давать мастер-классы. А больше всего чем вам нравится заниматься? То есть это работа из глины, может быть, да, или что у вас? Гипсы. Может, гипс. Может быть, мыловарение, свечеварение. Еще жидкий акрил. Будем делать такие вот картины. И то есть вы потихоньку вот всем этим премудростям сначала обучаетесь сами, Да, а потом будете проводить мастер-классы, да? Ой, это очень здорово. Это очень здорово, потому что таким образом же можно провести очень с пользой, да, свой досуг. В каникулы, в выходной день, в обычный, в отпуске, да? Пойти и чему-то научиться новому. Но если вы хотите заняться именно камнями, да, вот что бы вы посоветовали? Ну, вдруг кто-то заинтересуется. С чего начать? Ну, нужно учиться у мастеров, которые... Вот, у нас получилось, да? Еще вот эти почти закончили. Длинные получились висюльки, а то, что вот количество камней и так далее, это все чисто индивидуально. Да. Ну, то, что вам нравится, то вы сколько, какой длины, да, вы хотите набрать вот на эту, как На свое называется? усмотрение. Вот эта длинная штучка, как называется она? Пины? Ага, пина. И пины, они бывают и короткие, Да, и длиннее, и да? короткие, и длинные. То есть мы сейчас на пины посадили такие длинные. Ну, наверное, еще длиннее бывает. Да. Ага, то есть какие-то среднего такого размера, да, длины. В общем, по нескольку таких деталей. О, это красиво очень получилось. Вот. А вы можете на себя вот так примерить? Да. Сейчас. Так.
Ой, как красиво получилось, дорогие друзья, посмотрите. Правда красиво? Вот. Вот такое вот украшение получилось. Дорогие друзья, ну вот, посмотрите, какая красота чудесная у нас получилась. Ну что, будем пробовать?